Уважаемый Михаил Ефимович, Алексей Ильич, уважаемые народные депутаты, участники парламентских слушаний. Разрешите доложить об исполнении закона Республики Саха-Якутия о личном подсобном хозяйстве граждан Республики Саха-Якутия. Личные подсобные хозяйства граждан остаются для сельского хозяйства республики ведущей производительной силой. На их долю приходится более 45% общего объема сельхозпроизводства, что гораздо выше среднего уровня по стране, в том числе в производстве продукции животноводства. На 1 января текущего года личных подсобных хозяйств граждан содержится 99,4 тысячи голов крупного рогатого скота, что составляет 58% от общего поголовья, в том числе коров 39,5 тысяч голов, 55,2%, 70 500 лошадей, это 38,7%. Доля ЛПХ в общем объеме валового надоя молока составила 50,2%, это 79 тысяч тонн. Производство скота и птицы на убой в живом весе 49,6% или 18,7 тысяч тонн. Производство есть 7,5% или 11,7 миллионов штук. В общей посевной площади сельскохозяйственных культур личных подсобных хозяйств занимает 9%, при этом по посевам картофеля и овощей 60%. За прошлый год накопано 51 тысяча тонн картофеля или 69% от общего объема. Собрано 12,3 тысячи тонн овощей, 46,8%. На сегодня Республика Саха-Якутия занимает 14 место среди регионов России по доле ЛПХ в общем объеме сельхозпроизводства. При этом мы находимся на 28 месте по доле сельского населения. В расчете на одного сельского жителя в республике производится сельхозпродукции ЛПХ на 40,2 тысячи рублей в год, что на 29% ниже среднего уровня по стране. С другой стороны, отмечаем, что на селе проживает 1/3 населения Якутии, а в целом по стране 1/4. По объему располагаемых ресурсов домашних хозяйств, проживающих на селе, Якутия занимает 11 место среди субъектов России со значением 31,7 тысяч рублей в месяц на одного члена домашнего хозяйства за 2021 год. Это в 1,5 раза выше прожиточного минимума по республике. При этом разрыв с доходами городских домохозяйств составляет 42%. В среднем по России доходы сельских домохозяйств на одного члена составляют 23,2 тысячи рублей, что на 33% ниже городских. По итогам всероссийской сельхозпереписи 2016 года было учтено 97 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. Из них на сегодня 91 тысяча сохранили в пользовании земельные площади. Во исполнении статьи 4 закона «Учет личных подсобных хозяйств» по хозяйственных книгах органов местного самоуправления учтено 62,6 тысяч ЛПХ, из них кредитной кооперации охвачено 16,7 тысяч, что подчеркивает недоступность филиальной сети банковских учреждений на селе. Кроме того, 5 тысяч ЛПХ охвачены потребительской кооперацией иных видов. Более 18,7 тысяч ЛПХ учтено в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» как участники оборота подконтрольных товаров в части реализации собственной сельхозпродукции, в том числе сырое молоко. Это составляет 30% от общего количества ЛПХ граждан, учтенных по хозяйственных книгах. Нерешенной проблемой является низкий уровень электронного ведения по хозяйственных книг, что не позволяет сформировать единые массивы данных о деятельности ЛПХ на уровне районов и в республике в целом. Имеется рекомендованное решение ООО «Агросервис-1Ф Автоматизация» по хозяйственной книге как компонент информационной системы «Рекагро», который используется Департаментом ветеринарии для учета маркирования сельхозживотных. При этом цена вопроса небольшая. Стоимость решения для одного поселения составляет всего 11 300 рублей с последующей ежегодной подпиской 3600 рублей. Если умножить эти цены на 409 поселений и 12 населенных пунктов городских округов, то с учетом скидки ООО «Агросервис» стоимость внедрения по всей республике составит 4,6 миллиона рублей. Дальнейшее сопровождение со 2-го года использования 1,5 миллиона рублей.
Из 409 поселений муниципальных районов республики только в 216 поселениях внедрено электронное ведение по хозяйственной книге, в том числе в рекомендованной информационной системе Регагро только в 88 поселениях или в 22% поселений. Есть еще 128 поселений, используют программы различных разработчиков. Это СУМО, Пульс-Про, АИС поселений. Это не позволяет агрегировать и анализировать данные на уровне муниципальных районов и городских округов. Положительным примером являются городские округа. Все 11 населенных пунктов города Якутска и поселок Жатай внедрили Регагро. Из 19 поселений Намского улуса внедрили Регагро 17 поселений. В Горном улусе на электронную хозяйственную книгу перешли все 9 поселений, но Регагро внедрили только 4 поселения. По остальным муниципальным районам темпы внедрения Регагро весьма низкие. В Момском и Оленевском улусах ни в одном из поселений не внедрена электронная хозяйственная книга. Следует подчеркнуть, что с 1 марта 2024 года вступает в силу постановление правительства России от 5 апреля 2023 года под номером 550 об утверждении правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих маркированию. КРС и лошади подлежат индивидуальному маркированию, олени, свиньи и птицы – групповому маркированию, кроме племенного поголовья. То есть многократно увеличится объем ввода данных в Регагро, которые используются Департаментом ветеринарии. Далее, с 1 января 2024 года вступает в силу новая форма и порядок ведения по хозяйственных книг взамен редакции 2015 года. Это приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2022 года под номером 629. Кроме сведений о членах ЛПХ, наличии земельных участков, посевов культур, поголовья сельхозживотных, сельхозтехники и оборудования добавлены следующие разделы: о площади и уровне благоустройства жилого дома, об объеме реализации продукции растениеводства и животноводства, об объеме денежных доходов от реализации продукции, о количестве наемных работников, об уплаченном налоге на профессиональный доход, об объеме полученной господдержки на ведение деятельности ЛПХ по производству и реализации сельхозпродукции и о членстве в СПОК. Таким образом, внедрение единой электронной платформы ведения по хозяйственных книг становится насущной необходимостью, и это позволит в целом оценить эффективность оказываемой поддержки отрасли на развитие ЛПХ. В соответствии со статьей 7 земельные участки граждан, ведущие личные подсобного хозяйства закона, у граждан, ведущих ЛПХ, находятся земельные участки, предоставленные и приобретенные гражданами для ведения личного подсобного хозяйства. На праве частной собственности 82,7 тысяч га, это 32,8%. Пожизненное наследуемое владение 16 тысяч га, это 6,4%. Постоянного бессрочного пользования 53,3 тысяч га, 21,2%. Аренды 99,4 тысячи га, 39,5%. Безвозмездного пользования 410 га, это 0,2%. В среднем по республике у одного ЛПХ имеется 2,42 га земельных участков. Площади сельхозугодий, используемых гражданами для ведения личного подсобного хозяйства, составляет всего 235 тысяч га, из них сенокосы 233,5 тысяч га, пашни около 1,4 тысяч га, пастбища 136 га. Количество земельных участков, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости, составляет 77,2 тысяч га или всего 30,7% от площади личных подсобных хозяйств. С учетом этого органам местного самоуправления муниципальных образований республики необходимо провести работу по внесению сведений о земельных участках, используемых гражданами для ведения ЛПХ в единый государственный реестр недвижимости. Во исполнение статьи 13 «Основные направления поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» закона, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления республики проводится плановая объемная комплексная работа по поддержке ЛПХ. Так, в рамках государственной программы Республики развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия с 2021 года начата реализация нового механизма субсидирования маточного поголовья личных подсобных хозяйств по ставке 35 тысяч рублей на одну голову в целях гарантирования доходами населения, ведущее скотоводство. С нынешнего года ставка на одну голову коровы по данной мере господдержки увеличена до 37 тысяч рублей. За 2021 год данную субсидию в сумме
1 миллиард 247 миллионов рублей, фактически получили 9715 ЛПХ на 35,6 тысяч коров. В 2022 году 1 миллиард 151,9 миллионов рублей направлено 9799 ЛПХ на 32,9 тысяч голов. Лимит на этот год составляет 1 миллиард 458,6 миллионов рублей. При этом личные подсобные хозяйства сохраняют за собой право сдавать молоко заготовителям по цене не менее 10 рублей за 1 килограмм. За 2021 и за 2022 годы ими сдано более 3,4 тысяч тонн молока ежегодно. В 2022 году в целях увеличения объема заготовки сырого молока, увеличения объемов производства молочной продукции на обеспечение заготовки 1044 тонн молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, выделено более 10 миллионов рублей. При этом закупочная цена за килограмм молока базисной жирности с учетом господдержки составила 20 рублей. С учетом ограниченных средств госбюджета на 2023 год на данную меру господдержки сельхозпроизводства финансирование пока не предусмотрено. С 2022 года начата реализация второго этапа новых механизмов господдержки сельхозпроизводства, обеспечения заготовки мяса, крупного рогатого скота, лошадей, картофеля, овощей и зерна. На данные цели в прошлом году из государственного бюджета республики предусмотрено 164,3 миллиона рублей. Размер рекомендуемой минимальной заготовительной цены за 1 килограмм говядины установлен в размере 400 рублей, конины 315 рублей, жеребятины 370 рублей, картофеля 32 рубля, овощей открытого грунта 30 рублей, зерна 15 рублей. Так, за 2022 год заготовительными организациями у личных подсобных хозяйств заготовлено 168,9 тонн мяса крупного рогатого скота и лошадей, что составляет 21,2% от общего заготовленного объема, и 248,6 тонн картофеля, это 5,3%. В целях повышения уровня самообеспеченности яйцами, мясом с 2020 года начата поставка скороспелой живности населению республики. За 3 предыдущих года акционерным обществом «Якутская птицефабрика», акционерным обществом «Сайсары», акционерным обществом совхоза «Новый», ПТКХ «Сибирь», ООО «Катарский свинокомплекс» поставлено 218 тысяч кур-несушек и 11,9 тысяч поросят. С учетом высокой себестоимости выращивания молодняка птиц и свиней в условиях республики начата финансирование поставки поголовья скороспелой живности и кормов через местные бюджеты. В 2021 году 8 районами освоено 4,2 миллиона рублей, за счет чего поставлено 509 поросят, почти 9 тысяч голов птиц и 356 тонн комбикормов. С учетом ограниченности госбюджета республики в 2022 году мерой господдержки охвачены 4 арктических района, которым направлено 10 миллионов рублей на организацию поставки более 3000 кур-несушек, 153 головы поросят и 63 тонны кормов. В текущем году на данные цели предусмотрено 20 миллионов рублей. С 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставляются гранты «Агростартап» с целью создания новых рабочих мест на селе. С 2019 по 2022 годы гражданам, начинающим фермерам, предоставлен 131 грант «Агростартап» на общую сумму 395 миллионов рублей. Ими создано дополнительно 218 новых рабочих мест. Также необходимо отметить, что в рамках госпрограммы Республики «Комплексное развитие сельских территорий» проводится многолетняя объемная работа по улучшению качества жизни сельского населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельской местности по многим направлениям, строительство социальных объектов, развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях, обустройство инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, строительству, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда. Все вышеназванные меры государственной поддержки направлены в первую очередь на поддержку сельского населения, сельхозтоваропроизводителей и в том числе личных подсобных хозяйств. В целях реализации прав граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, указано в статье 15 «Кооперация граждан, ведущие
личные подсобные хозяйства закона проводится информационная, консультационная, методическая помощь в создании сельскохозяйственных кооперативов, направленных на увеличение показателей производства товарной сельхозпродукции, реализации производимой продукции, получение доходов населения от сельхозпроизводства, обеспечение населения местной качественной сельхозпродукции. Так, с 2020 по 2022 годы ГКУ Центр ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса Республики Саха-Якутия оказано 2264 единицы консультационной помощи ЛПХ граждан, ведущих деятельность в сельском хозяйстве, 439 практической помощи при разработке бизнес-планов на соискание гранта «Агростарта», 36 единиц юридической помощи, 859 единиц консультационных услуг субъектам деятельности в сельском хозяйстве по вовлечению граждан, ведущих ЛПХ, в сельхозкооперативы. Проведено более 100 семинаров, совещаний и конференций с охватом около 1000 участников личных подсобных хозяйств. Как озвучено ранее, членство в потребительскую кооперацию имеют более 5000 граждан, ведущих ЛПХ. В целях увеличения количества членов потребкооперативов в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрены меры поддержки их деятельности. За прошедшие годы потребкооперативами в агропромышленный комплекс вовлечено более 1000 новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, личных подсобных хозяйств граждан. С 2017 года малоимущим гражданам, семьям и иным категориям граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, предоставляется государственная социальная помощь на ведение личного подсобного хозяйства. Денежная выплата гражданину, заключившему социальный контракт на ведение ЛПХ, единовременно составляет не более 250 тысяч рублей. Личные подсобные хозяйства заключают социальный контракт в основном на развитие молочного и мясного скотоводства, табунного коневодства, овощеводства, птицеводства. Так, в 2021 году социальную помощь получили 485 ЛПХ на общую сумму 50 миллионов рублей. В 2022 году 388 ЛПХ на сумму 96,1 миллиона рублей. По части реализации подпунктов 7, 8, статьи 13 закона необходимо отметить, что правительством республики еще прорабатывается поручение по посланию главы Республики Саха-Якутия от декабря 2021 года по внедрению механизма централизации закупок сельхозтехники, технологий, семян и удобрений. Многочисленные сельхозтоваропроизводители, в том числе граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, теряют огромные средства из-за многочисленных посредников при покупке техники, оборудования, запчастей и кормов из-за пределов республики. В части централизованной закупки хочу привести пример работы муниципального образования Ленский район по завозу концентрированных кормов, где администрация района централизованному закупщику возмещались транспортные расходы. Так, например, в 2019 году сельхозтоваропроизводителям всего было поставлено свыше 450 тонн кормов напрямую по стоимости поставщика, в том числе гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства. В этой связи необходимо распространить положительный опыт среди муниципальных районов, в том числе по организации закупок для государственных нужд сельхозпродукции, сырья и продуктов рыбного и охотничьего промыслов у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и обеспечения условий для реализации их излишка. В 2022 году для проведения весенне-полевых работ поставщиком акционерным обществом «Агрохолдинг Туймана» завезено 30% семенного материала зерновых и кормовых культур, а это более 1100 тонн, в том числе 334 тонны минеральных удобрений, что составляет 32% от всей потребности хозяйств. Завезенный объем семян реализован 52 хозяйствам, минеральных удобрений 29 хозяйствам. На территории республики поставкой сельхозтехники занимаются 4 предприятия. Так, по итогам 2022 года всего реализовано тракторов свыше 60 лошадиных сил, это трактор МТЗ-82 и Агромаш ТГ-90 в количестве 90 штук. Тракторов с мощностью менее 60 лошадиных сил более 100 штук и порядка 585 навесной и прицепной техники. Также для обеспечения централизации закупок сельхозтехники и оборудования ФПК Туймада Министерством сельского хозяйства Республики проведены переговоры с акционерным обществом «Росагролизинг» о возможности организации на территории Республики Саха-Якутия агентского центра на базе АО ФПК Туймада.
Ходатайствующее письмо также было направлено от имени председателя правительства. Вместе с тем, согласно письму первого заместителя генерального директора Росагрозизин Сучкова, принято решение об отказе в аккредитации ФПК «Туймада» в качестве уполномоченного агента общества. Таким образом, задача по внедрению механизма централизации закупа сельхозтехники, технологий, семян и удобрений сегодня пока остается актуальной. Данная работа будет продолжена в текущем году. У меня коротко все. Если будут вопросы, я готов ответить.